ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 14:00 в Доме молодежи стартует аниме-фестиваль. За возможность проведения мероприятия борются две ведущие. Чтобы узнать, кто лучше, они собирают команды и проводят конкурсы. Например, двум парням пришлось собрать косплей, то есть изобразить какого-либо персонажа без подготовки. В результате ничья. Зрители поддержали аплодисментами и бандита с тетрадью смерти, и ботаника с цилиндром и мечом. Но, например, подготовка к конкурсу косплеев заняла полгода. Подбирали трек, кому-то помогали, кому как лучше выйти, кому как лучше что-то сделать. Если они, например, хотят взять какого-то персонажа, но понравился он им внешне, они должны посмотреть обязательно, откуда он, чтобы вжиться в роль этого героя, чтобы лучше было. Вот как, например, Садаку из «Звонка». Вызывающий цвет волос и длина юбок – все часть театрального образа. Кавайные, то есть милые девушки танцуют, спортивные парни показывают боевые приемы. Косплеить можно героев не только японской анимации, но и компьютерных игр. Но ухтинские анимешники празднуют Хэллоуин, поэтому на сцене появляется Садаку, персонаж фильма ужасов «Звонок», и пара маньяков – Фредди Крюгер и Джейсон Вурхис. Необычная пара рассказала, что самое сложное в их образах. Свитер, наверное, нужно было вязать, а так, по сути, это просто. Это все остальное уже было. Металлическая перчатка, маска, она ее покрасила только. Я ей предложил один маленький скетч на видео записать, и она такая: давай, я хочу. А потом бац, и мы уже делаем косплей на фестивале. Впереди несколько конкурсов, в том числе на лучший рисунок и отгадывание музыкальных композиций. В конце мероприятия можно будет сделать фотографии на память. Следующий аниме-фестиваль планируется весной. Он пройдет под девизом «Бесконечная битва».